Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова и в начале главной темы выпуска. В Чеченскую Республику прибыл министр финансов России. Все те механизмы, которые существуют и направлены на экономическое развитие, задействованы в республике, и это дает результат. О рабочем визите федерального чиновника расскажем в этом выпуске. Юные патриоты. Подвели итоги регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница». Любимое и прибыльное дело. Именно с таких небольших хозяйств начинается развитие фермерства. Расскажем об успешных предпринимателях региона. Фермеры содержат большое поголовье мелкого и крупного скота. Министр финансов России Антон Силуанов прилетел в Чеченскую Республику с рабочим визитом. Вместе с Рамзаном Кадыровым они посетили ключевые промышленные зоны в субъекте. Чиновник дал высокую оценку реализующимся крупным проектам региона. О деталях расскажет Линда Джамалдинова. У трапа самолета Антона Силуанова тепло встречает Рамзан Кадыров. Прямо из воздушной гавани правительственный кортеж направился к первому пункту насыщенной программы министра финансов России в новый район столицы, который носит имя Владимира Путина. На территории данного района реализуется проект комплексного развития территории, уникальный в своем роде, уникальный по нескольким факторам. В том числе это масштаб, это сроки, это комплексность застройки самой жилищной застройки, также и по обеспечению объектами социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. То есть здесь предусмотрено все необходимое. Здесь также хотел бы подчеркнуть, что планируется привлечение, то есть общий объем финансирования, который планируется в рамках реализации данного проекта, это более 400 миллиардов рублей. На сегодняшний день также по поручению при поддержке уважаемого главы нашей республики, также при поддержке Министерства финансов и правительства нашей страны, здесь оказывается мера государственной поддержки, в том числе это реализация объектов инженерной инфраструктуры в первую очередь, также объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день здесь предусмотрено 6 объектов среднего образования, в том числе сегодня 2 объекта среднего образования уже возводятся на 1224 и на 400 мест. Также ведется разработка проектной документации на строительство IT-школы. Также планируется строительство 9 объектов дошкольного образования. 2 объекта уже возводятся. Также по остальным разработана проектная документация. Ведется работа по включению в разные программные мероприятия и дальнейшей реализации. Построено, да, как раз вообще для нового качества жизни. Это совсем другое качество жизни. Современный проект такой, Рамзан Кадырович, Здесь инициатива и полный контроль, постоянный контроль за ходом строительства. Даже если какие-то необходимые коррективы, постоянно они, соответственно, на ходу в любое время, конечно, поручение Рамзана Кадыровича здесь носится и при поддержке, поэтому нам абсолютно однозначно не сложно. Как вам кажется? Отличный современный проект. Хочу сказать, что для людей это новое качество, новый уровень жизни. Это такой суперсовременный проект. Мы когда с вами ехали, видели, как он строится, говорили, что это действительно современно и по инфраструктуре, да, и по наполнению проекта. Поэтому ждем, уже когда первые новоселы появятся, да? И будем за этим наблюдать. Мы сразу поддержали инициативу Рамзана Ахматовича, когда этот проект был задуман. Помогали и финансово, помогали и другими нашими возможностями. Поэтому проект замечательный. Я думаю, что жители это ценят. Руководителю федерального Минфина продемонстрировали уникальные объекты второй линии застройки района. Здесь одновременно возводятся сразу 3 духовных центра, 2 мечети и православный храм, которые станут своеобразным символом межконфессионального единства. Антон Германович отметил с первого же дня, как мы уже объявили о новом строительстве,
по вашему поручению я был у Антона Германовича, он сразу проект поддержал. На Ферницкое присоединение выделил более 3,7 миллиардов рублей. То, что вам спасибо большое, там все сделано, как говорится. Такой знаковый проект, поэтому, конечно, будем поддерживать и дальше. Спасибо. Да. А вот как раз вы говорили, Разан Николаевич, вот проспект, да, и он, да, или арка такая, как Да, вон арка. Вижу. Путин. Да. Тоже живой, да? Живой будет? Да. Ну, отлично. Главное, что это новые рабочие места, тоже вы сказали. Конечно, да? более 20 тысяч рабочих мест. Важно. Это мечеть самый большой купол в мире. Вот один мечеть с одной стороны, и с другой стороны, вон там тоже мечеть, и посередине храм православный. И там бульвар пешеходный, это тоже мост, тоже пешеходный, чтобы с одного конца по бульвару могли все православные, так и наши мусульманские святыни, чтобы туристы тоже могли. Оттуда делегация отправилась в особую экономическую зону промышленного типа Грозный. Она создана в 2019 году и раскинулась на территории столицы региона на более 250 гектаров. Здесь имеются все условия для развития различных отраслей индустрии. На сегодняшний день статус резидента получили 10 предприятий. Главным и самым ожидаемым событием дня стало официальное открытие завода «Стеклострой». Мы инвестировали в самые современные технологии и оборудование, чтобы обеспечить высочайшее качество продукции, соответствующей ГОСТам и мировым стандартам. Это позволит нам удовлетворить растущий спрос на стеклоизделия в строительстве как в республике, так и за ее пределами. Этот запуск знаменует собой важный этап в укреплении промышленного потенциала Чеченской Республики и вносит весомый вклад в общую программу импортозамещения страны. Продукция завода будет востребована далеко за пределами региона. Уважаемый Разан Ахматович, дорогие друзья, коллеги, сегодняшнее открытие завода – это хороший пример того, как регион занимается экономикой, экономическим развитием, созданием новых рабочих мест. Причем такие рабочие места – это высокооплачиваемые, квалифицированные рабочие места. Мы видим, что это производство крайне востребовано в регионе. В первую очередь, мы только что посетили квартал имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Большая стройка, большое количество заказов на производство этого предприятия, которое мы сейчас открываем. Поэтому таких проектах экономического развития Чеченской Республики много. Даст Бог, чтобы эти проекты давали новый этап развития в экономике Чеченской Республики, этап развития в новых, еще раз говорю, высокоэффективных рабочих местах, а это значит и процветание людей Чеченской Республики. Хотел пожелать, чтобы таких проектов было больше. Знаю, что они будут. Да. После торжественной части делегация детально ознакомилась с каждым этапом технологического процесса. Они прошли по цеху, чтобы лично увидеть, как автоматизированные системы справляются со сложнейшими задачами. Завод переработки листового стекла предназначен для выпуска продукции как стеклопакетов, так и отдельного стекла, моноизделий. Он начинается в зоне складирования. Здесь у нас имеется склад автоматический. Это уже продукция вашего завода? Продукция завода «Стекло», вот, но именно из этого сырья получается продукция завода. Соответственно, стекло, исходное стекло в виде пачек стекла поступает в автоматический склад. Он сделан с учетом того, что стеклянная промышленность в России сейчас очень сильно развивается, и очень много видов стекла. Например, стекло с покрытием, многофункциональным покрытием, стекло с просветленное стекло и другие виды. Требуется постоянное обновление этого стекла. Раскрой, закалка, триплекс, стеклопакеты с инертным газом, обработка кромки, стемолит. Все под одной крышей. Это первое в Чеченской Республике предприятие, работающее в формате полного цикла обработки стекла. Площадь комплекса 5000 квадратных метров. Все оборудование высокого качества, включая уникальную печь для закаливания стекла.
Оборудование рассчитано на листы длиной до 6 метров и высотой почти 3. В процессе работы стекло будут нагревать до 700 градусов и резко охлаждать. Так прочность увеличится в 10 раз. Ключевая особенность будущего производства – выпуск стекла формата джамбо. Такие крупногабаритные конструкции востребованы в современном строительстве, особенно при панорамном остеклении жилых и общественных зданий. Проект был заложен как главный проект для Чеченской Республики, которая может выпускать стеклопакеты большого формата и сложных форм. Суммарная мощность завода производственная до 300 тысяч квадратных метров в год. И этого будет не только достаточно для Чеченской Республики, но и для ближайших регионов. Цех такого масштаба позволит обеспечить строительный рынок Грозного и Республики качественной стеклопродукцией собственного производства. Немаловажно, что завод «Стеклострой» – это и новые рабочие места, а также расширение промышленной линейки региона и вклад в развитие экономики страны. Я рад, что нам никуда за пределы республики выезжать не надо, где есть высокая плата. А высокая плата есть вот тут, вот недалеко от моего дома. Я рад, что есть такие вот условия в нашей республике. Еще один стратегический объект особой экономической зоны – строительство универсального логистического комплекса компании «Озон». Гостю продемонстрировали масштабную площадку. Общий объем плановых инвестиций составляет 9 миллиардов 800 миллионов рублей. А запуск позволит создать 4000 новых рабочих мест. Более 20 гектаров общей площадью цел весь объект у нас. Это благодаря поддержке Рамзана Ахматовича мы заключили соглашение между РФПИ, Российским фондом прямых инвестиций, фондом имени Шейха Заида. И совместный проект после завершения будет сдан в аренду. Есть соглашение между правительством Чеченской Республики, Озоном, РФПИ и фондом имени Шейха Заида. Общая площадь застройки это у нас будет на 100 тысяч квадратных метров. В 2027 году мы планируем первый этап завершить. Это вот два блока посередине, которые будут 51 тысяч квадратных метров. Август 2027 года. И второй этап мы переходим уже к строительству с августа 2027 года. И в 2029 году второй этап также будет у нас завершен. Условия по аренде для Озона достаточно выгодные, что будет доходная часть быстро возвращаться застройщикам и РФПИ, и фонда имени Шейха Заида. Создание около 4000 рабочих мест. Правильно понимаю, что те товары, которые будут поступать, они будут распределяться по регионам Северного Кавказа? Да, то есть да, это будет хаб. И грузовой терминал, и склады позволят свою деятельность Озону распространить на соседние регионы. Абсолютно, это будет такой межрегиональный хаб, синхронизированно проводим работы, что я думаю, такой хороший консенсус у нас будет найден в общем процессе. Ну и современная, наверное, начинка будет, да, с точки зрения расфасовки, распределения товарных потоков, которые сюда будут поступать. Абсолютно верно, вы правильно подметили. Параллельно со строительством у нас идет разветвление всей сети Озон по Чеченской Республике, то есть самые труднодоступных населенных пунктов, самые последние дома, они сами проявили интерес. Озон самый последний дом в труднодоступном районе. Там они открывают свою точку, чтобы максимально 100% охват был и работа производилась непосредственно на местах. Поэтому максимально акцентированно проводим работу с Озоном. Масштабные преобразования и строительства, которые ведутся не днями, а минутами, доказывают готовность региона к реализации проектов любого уровня. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Хусейн Мурдаханов, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Продолжая экскурсию, федеральный гость побывал на территории завода «Чеченцемент», ознакомился с возможностями предприятия и оценил сам объект. Кроме этого, точкой внимания стал и строящийся мост в городе Аргун. С места события Мадина Кураева. Одним из стратегически важных предприятий региона является Череюртовский цементный завод. За более чем полувековую историю предприятие стало флагманом строительной отрасли республики и одним из крупнейших производителей цемента на Северном Кавказе. Сегодня объем выпускаемой продукции продолжает расти. В настоящее время рядом возводится новый производственный комплекс, ввод которого в эксплуатацию намечен на конец текущего года. О перспективах развития предприятия министру финансов России Антону Силуанову и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову рассказал директор завода.
Сейчас мы находимся в площадке строящегося нового цементного завода. Глава республики, герой России Рамзан Ахматович заложил капсулу в апреле 2024 года под строительство этого завода. Этот завод уже на стадии 95% выполнения строительных работ, 75% идет монтаж оборудования, 85% закуплено оборудование. После завершения этого проекта планируется тут два этапа строительства индустриальных парков, экоиндустриальный парк. Вот по этой территории будет располагаться. Это утилизация строительного мусора. У нас много идет строительства, и, соответственно, железобетонные отходы мы можем добавлять в бетонное производство. Реализация масштабного инвестиционного проекта предусматривает создание сразу нескольких производственных площадок. На предприятии организована подготовка профильных специалистов. Студенты проходят здесь практику, а лучшие выпускники получают возможность трудоустроиться. Параллельно ведется работа по совершенствованию логистики и обеспечению бесперебойных поставок сырья, в том числе по взаимодействию с российскими железными дорогами. Технопарк, как я уже говорил, новые технологии. У нас заключен с китайской компанией, государственной корпорацией Пекин, заключен контракт по совместным с Академией наук Российской Федерации, с нашим Миллиончиковым и Пекин совместным меморандум по изучению новых методов изготовления строительных материалов. Ну, там, какие виды? Начиная от известняка, строительная вата, кирпич, черепица и так далее. А вы сказали, что студенты здесь тоже учатся? Да, мы уже 2 года обучаем здесь на базе нашего завода. 2 года мы подготавливаем специалистов среднего специального образования. 200 человек уже выпустили. Нет, именно строительная направленность. И с сентября этого года уже открываем базовую кафедру. Прямо здесь на заводе студенты будут иметь возможность и обучаться, и работать. И если перспективно, могут заниматься вот на нашем научном центре научной деятельностью. Гостям продемонстрировали готовую продукцию, в том числе современные фиброцементные плиты, востребованные в строительной отрасли. Ознакомившись с масштабами реализации проекта, Антон Силуанов отметил высокие темпы строительства. Вот это фиброцементные плиты. Видите, это под дерево, его можно покрасить. Уже налажено производство, да? Налажено производство, тут его единственно надо, это газоблоки. Легкие. Вот эти панели, их можно сгинать, они очень гибкие, пожаростойкие, там выдерживают по всем критериям пожаробезопасности любые. Вот так можно. Для отделки хорошие. Да, антивандальные и антипожарные. Ну когда запуск у вас основной завод? В следующем году? Нет, мы не имеем права до следующего года. Теперь все сделаем, чтобы в этом году все завершилось. То столько времени не даем. Это вот современная часть. Печь уже поставили, подводные линии поставили. Сейчас завершаем прием сырья. Осталось где-то через месяц-два наступит пустонола. Здорово, да. То есть республика будет полностью обеспечивать своим собственным цементом, да, отделочными материалами, а в условиях больших темпов стройки, высоких темпов развития, это как раз очень востребовано. Да? И налоговая база тоже. Мы уже выполняем все обязательства, чтобы получить инвестиционный бюджет кредитов, строительство на 8 миллиардов, да? 8 миллиардов, мы уже... И 70. Новый завод будет полностью автоматизирован. После его запуска предприятие сможет дополнительно выпускать до 1 миллиона тонн продукции в год, что значительно укрепит производственный потенциал региона. Один из самых современных новых цементных заводов вообще. И старый завод у нас по мокрому способу, а новый завод у нас по сухому способу. И новый завод соответствует все требования экологии. И в чем разница между и старым, и новым? Новый он энергоэффективнее будет. Сырье мы на старый и на новый завод добываем у нас в горах. И известняк высококачественный, и гипс у нас высококачественный. Сырье у нас очень хорошее.
Основным сырьем для производства цемента служит известняк, добываемый в горном районе республики. Производственный процесс включает несколько этапов – от подготовки сырья до получения готовой смеси. После обработки и высокотемпературного обжига известняк превращается в клинкер – основу будущего цемента. Далее в него добавляют гипс, после чего смесь отправляют на тонкий помол. Всего несколько этапов, и на выходе получается готовый цемент, соответствующий самым высоким требованиям качества. Затем делегация посетила место строительства нового моста через реку Аргун. Прежняя переправа получила серьезные повреждения в результате сильных паводков. Антон Силуанов и Рамзан Кадыров ознакомились с ходом работ на объекте, который обеспечит транспортную связь Грозного с городом Аргун и станет важным маршрутом для жителей региона. Мост соединяет крупные города. Город Грозный, Наперечный район, Шалковской, 215. Восточный часть, крупные города, город Аргун, Кучой, Будимеш, Шали, 217. Вообще это поднялся вода. По поручению Ахматовича мы приступили к капитальному ремонту моста. А до конца этого месяца, первый четырехполосный, вот этот час будем проезд открывать. А второй час до конца года. Сейчас в объезд следует? Вот на этом существующем мосту сейчас в данный момент перегруз большие машины мы запретили. Сколько ты строишь? 3 месяца ровно будет. Это новый мост, да? Это новый, совсем новый мост. Не дай бог еще будет такой же паводок. Выдержит? Конечно, выдержит. Это глубиной от 20 до 30 метров свай в каждом опоре. Это современный усиленный мост. До сих пор теряется поток воды. Там в горах снег тает, и дожди, и это все там. А раньше полностью забито было это все там. Когда начались дожди. Это вот так развелось, да? Да, мы развели там, чтобы строить там. Сначала этим части там, потом этой части там, чтобы построить. Ну, хороший темп, да? Конечно. 3 месяца, новый мост. Это благодаря Рамзану Ахматовичу, большое спасибо Рамзану Ахматовичу. Именно дорожным регионам очень особое внимание уделяет, и поэтому нам легче работать. Рамзан Ахматович о людях заботится, чтобы, если уж случилась беда такая, да, чтобы быстро все решить, все вопросы удобства и комфорта. До конца месяца вот эта сторона должна уже допускать. Через 7 дней будет проезд. На объекте задействованы десятки специалистов и современная техника. Каждый этап работы выполняется в строгом соответствии с установленными требованиями, что позволяет обеспечить высокое качество строительства. Мадина Кураева, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести, Чеченская Республика». Итоги социально-экономического развития, реализация крупных инвестиционных проектов и дальнейшее взаимодействие с федеральным центром. Эти вопросы обсудили в Грозном на совещании с участием Рамзана Кадырова и Антона Силуанова. Какие решения были приняты и как они повлияют на развитие субъекта, расскажет Медина Мударова. Приветствуя собравшихся, Рамзан Кадыров подчеркнул, все ключевые успехи региона стали возможны благодаря пристальному вниманию и всесторонней поддержке президента страны Владимира Путина. Республика сохраняет устойчивую динамику социально-экономического развития. Мы успешно реализуем госпрограммы и национальные проекты. Подробнее о достижениях региона в своем докладе расскажет председатель правительства Чеченской Республики Даудов Магомед Ходжахмедович. Все наши успехи достигнуты благодаря постоянной поддержке президента России Владимира Владимировича Путина. Хочу выразить отдельную благодарность вам за особое внимание к вопросам развития нашего региона, Антон Германович. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов высоко оценил динамику развития инфраструктуры республики. Он отметил, объем инвестиций здесь превышает средние показатели по стране. Это отличный результат эффективной работы команды руководства региона, которую Минфин продолжит всецело поддерживать. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые коллеги, в первую очередь хотел поблагодарить вас, уважаемый Рамзан Ахматович, за возможность посетить Чеченскую Республику в рамках такой рабочей поездки. Нам удалось много что посмотреть. Были и в новом жилом районе имени Владимира Владимировича Путина. Это такой хороший пример комплексной застройки, современной застройки, инфраструктура создана.
посмотрели, как идет ход строительства и какие проекты. Меня очень впечатляет. Приняли участие в открытии завода «Стеклострой», пообщались с коллективом предприятия «Чеченцемент». Все это говорит о том, что в республике очень много внимания уделяется вопросам экономики, развитию, созданию современных рабочих мест. Это очень важно. Видим и хорошие экономические показатели. Валовый региональный продукт вырос в прошлом году на 23%, значительно выше, чем и по Северокавказскому федеральному округу, да и в целом по России. Промышленное производство, инвестиции растут темпами, значительно превышающими средние показатели и по округу, и по стране. Это очень хорошие результаты, и их удалось достичь благодаря последовательной работе руководства республики, вас непосредственно, Рамзан Ахматович, активному участию и поддержке федеральных ведомств правительства Российской Федерации. Мы с своей стороны, как Министерство финансов, также поддерживаем республику в виде и прямой финансовой помощи, инвестиционных кредитов, трансфертов региону, что позволяет в полном объеме выполнять обязательства перед людьми, увеличивать заработную плату, социальные пособия, осуществлять развитие республики. Как результат, это рост собственных доходов региона. Мы видим, что консолидированный бюджет сохраняет положительную динамику. Собственные доходы за прошлый год выросли на 22%. В этом году мы видим, что за период с начала года собственные доходы республики выросли на 14%. Это значительно выше, чем средняя динамика по Российской Федерации. Снижается дефицит бюджета. Для Министерства финансов это очень важно, потому что сбалансированные финансы – залог устойчивого развития региона. Особое внимание министр финансов уделил вопросам сбалансированности регионального бюджета и росту благосостояния жителей республики. По его словам, главным стимулом для этого должны стать новые капиталовложения. Мы видим, как успешно правительство решает вопросы снижения дефицита и обеспечения приоритизации расходов регионального бюджета. Сегодня одна из важнейших задач, и мы об этом говорили, это поддержание высоких темпов экономического роста и доходов граждан. Необходимо привлекать новые инвестиции для развития региона. Здесь и модернизация и строительство инфраструктуры, жилье, транспорт, энергетика, привлечение туризма. На все это дело направляются средства, и мы видим хорошие результаты в республике. Хочу сказать, что вопросы устойчивости бюджета решаются, и мы только что провели совещание, договорились о том, как будем формировать республиканские финансы на ближайшие годы, с тем, чтобы финансы республики были устойчивыми. Хотел поблагодарить руководство республики за взвешенные, сбалансированные решения, связанные с обеспечением финансовой устойчивости региона, с одной стороны, а с другой стороны, выделением приоритетов и решением самых главных задач по развитию республики. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые коллеги, хотел пожелать вам успехов в вашей деятельности. Результаты мы все видим, и ими можно им только порадоваться. Спасибо. С докладом о социально-экономических итогах выступил председатель правительства Магомед Даудов. Он озвучил рекордные показатели. Валовой региональный продукт превысил 539 миллиардов рублей, а объем строительства вырос на 44%. Благодаря такой динамике Чеченская Республика заняла первое место в стране по эффективности работы органов исполнительной власти. По итогам 2025 года Чеченская Республика заняла первое место по достижению показателей, установленных указом президента Российской Федерации для оценки деятельности высших должностных лиц и деятельности исполнительных органов субъекта Российской Федерации. Чеченская Республика продолжает принимать активное участие в проведении специальной военной операции. На сегодняшний день из республики в зону проведения СВО направлено 74 258 бойцов. Региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, оказывается материальная помощь участникам СВО и их семьям.
Закуплено оборудование, техника, обмундирование, средства связи на общую сумму 43 миллиарда 495 миллионов рублей. Отмечается рост доходов консолидированного бюджета республики. Объем налоговых и неналоговых доходов на 1 июня составил 19 миллиардов 657 миллионов рублей. Перевыполнением плановых назначений на 13,3%. В текущем году на реализацию 75 региональных проектов направлено почти 44 миллиарда рублей. Федеральное финансирование полностью законтрактовано уже на 1 июня. Рисков невыполнения показателей нет. Параллельно в республике продолжается работа по ликвидации последствий ЧС. Комплексный план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по Чеченской Республике включено 35 мероприятий на общую сумму 23 миллиарда 283 миллиона рублей. В целях оздоровления государственных финансов правительством Чеченской Республики продолжается работа по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета, оптимизации расходов и снижению дефицита бюджета республики. Для обеспечения сбалансированности бюджета в соответствии с соглашением, заключенным с Минфином России, реализуется программа оздоровления государственных финансов Чеченской Республики. Полученный бюджетный эффект от реализации программы только за 2024 и 2025 годы составил 12 миллиардов 125 миллионов рублей. В том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики 8 миллиардов 510 миллионов рублей, а за счет оптимизации расходов 3 миллиарда 615 миллионов рублей. В рамках исполнения поручений президента Российской Федерации в указанную программу в текущем году с учетом рекомендаций Минфина России внесены изменения, предусматривающие реализацию комплекса дополнительных мер по оздоровлению государственных финансов региона в 2026-2029 годах. В нынешнем году бюджетный эффект от реализации мероприятий программы предусмотрен в объеме 5 миллиардов 572 миллиона рублей. В том числе за счет увеличения доходов 3 миллиарда 944 миллиона рублей, оптимизация расходов бюджета 1 миллиард 628 миллионов рублей. Успешная реализация программы позволит республике выполнить поручение президента Российской Федерации о сокращении дефицита консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году. В завершении встречи стороны поблагодарили друг друга за совместную работу. Слова благодарности за такую совместную плотную работу. Мы действительно регулярно встречаемся и сверяем наши планы и показатели. Вот здесь говорили о программе финансового оздоровления. Действительно, очень предметно и хорошая программа была подготовлена и реализуется. Поэтому в планах по финансам у нас все сформировано. Ну и видим, как развивается экономика, еще раз, которая будет формировать и новые доходные источники, тем самым укрепляя республиканский бюджет. Так в целом у нас все сверено, все идет по плану. Благодарю, Антон Германович. Со многими вопросами республики вы знакомы, знаю, что они у вас все на контроле. Надеемся на дальнейшую вашу поддержку. Спасибо вам за то, что вы нашли время, приехали, сами пощупали, чем мы занимаемся, и я уверен, что вы остались довольны. Спасибо еще раз, что вы нашли время приехать в республику. А мы со своей стороны будем стараться делать все для того, чтобы и Министерство финансов не загружать, и сами, постараемся справиться, Если мы не тратили деньги на другие вопросы, то вложили бы в бюджет, то мы, не просили бы деньги, мы сами могли бы, свои вопросы решать, Поэтому ваша поддержка, понимание нам очень важно. Спасибо еще раз. Во время пресс-подхода официальные лица пообщались с журналистами. Антон Силуанов отметил высокие темпы роста региональной экономики, подчеркнув, что этот результат – прямая заслуга колоссальной работы руководства республики. Действительно, в ходе нашей поездки мы видели и встречались с коллективом нескольких предприятий. Это и предприятия по производству стекла, предприятия по производству цемента. Видели, как строится инфраструктура, новые жилые районы. Это здорово, поскольку мы видим, что экономика республики растет высокими темпами, гораздо выше, чем в среднем в Российской Федерации. Это благодаря тому, что руководство республики предпринимает необходимые
необходимые меры, усилия по стимулированию экономического роста. Здесь и прямая поддержка, здесь и использование инструментов особой экономической зоны, здесь и использование инфраструктурных кредитных ресурсов. Поэтому все те механизмы, которые существуют и направлены на экономическое развитие, задействованы в республике, и это дает результат. Визит министра финансов завершился на конструктивной ноте, определив ключевые векторы экономического развития региона. Совместное решение Минфина России и руководства региона гарантирует стабильное софинансирование всех ключевых строек. Грозный продолжает расти опережающими темпами, доказывая, что эффективное взаимодействие с федеральным центром – это главный залог успешного будущего всей республики. Медина Мударова, Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести, Чеченская Республика». Федеральному гостю представили инновационные разработки и проекты хайк-парка Грозненского государственного нефтяного технического университета имени Миллионщикова. Также чиновник оценил строительство нового международного аэропорта имени Ахмата Хаджи Кадырова, который выходит на новый этап. Далее в сюжете. В ходе рабочего визита министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов вместе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым посетил Грозненский государственный нефтяной технический университет имени Миллионщикова. В процессе экскурсии ректор учреждения рассказал, какие работы ведутся для обучения будущих специалистов. После обращения Рамзана Ахматовича в федеральный центр нас поддержали, мы, соответственно, сейчас застраиваемся в рамках третьей очереди. Так сейчас выглядит университет. Вот. Ну и по завершению это будет компактный, функциональный кампус прямо в самом центре города с собственной парковкой. Ну и есть очень интересная изюминка. Мы планируем открыть весь атриум для города, чтобы он стал частью, скажем так, центра. То есть горожане смогут заходить с улицы Шейха Али Митаева, выходить принципиально в другом квартале, то есть огибать все вот это вот, скажем так, весь угол. Рамзан Ахматович ставил задачу сделать из университета не просто образовательный и исследовательский центр, а сделать его именно технологическим центром, центром технологического аудита, технологической экспертизы, к чему мы понемногу стремимся. Также показали стартап-студию студентов-предпринимателей, которая уже зарекомендовала себя на федеральном уровне. Руководитель центра рассказал, какие достижения достигли юные специалисты. Мы признаны лучшей стартап-студией в России по показателю количества открытых стартапов. У нас их сейчас уже 44, то есть после того, как этот проект платформы университетского технологического предпринимательства, далее этот проект технологий запустился. Соответственно, очень хорошие темпы у нас финансирования стартапов, получение выручки от этих стартапов. Работаем в 9 технологических направлениях. Самые такие продвинутые, в первую очередь, это беспилотные летательные системы, то есть с басами мы работаем. На гражданке мы Раису Республики Татарстан в прошлом году показывали. Так нефть очень заинтересовался. То есть трубы навхлёст идут, мы сканируем и карту можем построить. Мозги, я понимаю, сам дрот наверняка импортный где-то. Тут, да, помимо этого целый комплекс делаем средств радиоэлектронной борьбы. Вот как раз-таки и служба безопасности Рамзана Ахматовича тоже у нас активно участвует в этом процессе, потому что они каждый раз смотрят, говорят нам, что нужно доработать для того, чтобы это прямо функционировало. Мы делаем 8-диапазонные, вот такие солнечные бытовые интегральные генераторы. Это, по сути, это замена дизелем. Заряжаются от солнечной батареи, заряжаются, там в этой версии 1,5 киловатта, но мы умеем делать до 5 киловатт, мы умеем делать, и от, собственно, этой системы рэб уже работает. Очень хорошо продвинулся у нас проект генераторы водорода высокой мощности, мы делаем, тоже стартап вошел в пул инновационных проектов СКЖД, это филиал Северо-Кавказской железной дороги. Соответственно, мы буквально на прошлой неделе в Тихорецке пилотировали этот продукт, показали очень хорошие результаты. 17% экономии топлива показало, то есть мы добавляем, генерируем водород на борту и добавляем его как примесь к бензину, либо дизелю. Для реабилитации ветеранов специальной военной операции подготовили устройство Forbis, которое не уступает зарубежным аналогам. Несколько методик используется здесь для лечения непосредственно ПТСР. Мы договорились, и сейчас для нас методику использования этого продукта именно в медицине пишет больница имени Алексеева. Роснана сопровождает очень много монастырей, в которых проходят реабилитацию ребята, которые возвращаются. Соответственно, этот продукт, он будет в этих монастырях уже пилотироваться. То есть мы сейчас шаг за шагом. Как он работает? Погружается человек в среду, где его триггерит. Соответственно, через прохождение нескольких методик, именно лечебных методик,
он прерывается и переходит в состояние покоя. Практически все разработки резидентов парка высоких технологий имеют строгую практическую направленность и создаются под реальные запросы как регионального, так и общероссийского рынка. Приложение «Фобис», разработанное специально для помощи психологам в работе с пациентами, страдающими посттравматическим стрессовым расстройством. По словам разработчиков, платформа позволяет специалистам отслеживать эмоциональное состояние пациента в реальном времени, фиксировать триггеры, тревоги, анализировать паттерны поведения и выстраивать более персонализированную терапию. Продемонстрировали аппарат искусственного интеллекта, который помогает в обучении студентов. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов лично опробовал способности искусственного интеллекта. Напарник, как сделать из прямогонного бензина высокооктановый, без потери качества? Чтобы повысить октановое число прямогонного бензина без потери качества, его нужно подвергнуть каталитическому реформингу или изомеризации. Эти процессы перестраивают молекулы углеводородов, увеличивая детонационную стойкость, при этом ценные фракции сохраняются. Реформинг дает высокооктановый компонент для бензина с октановым числом 92. Есть у университета разработки инженерной стоматологии, которые смогли создать с помощью искусственного интеллекта, что помогает значительно облегчить работу ортодонтам. В этот проект индустриальный партнер у нас зашел. То есть мы стартапы, когда создаем, естественно, сейчас базовой настройкой является получение запросов от индустриальных партнеров. Вот конкретно вот этот проект, это партнер, это БЕРС, то есть крупнейшая стоматологическая клиника в республике. У них есть большая проблема, она связана с тем, что вот на эти процессы ортодонтов тратится очень много времени, до 12 часов. Возникла идея, а можно ли это сделать там, с помощью искусственного интеллекта, ну хотя бы полчаса, чтобы тратилось на это. У нас сидит группа, у нас датасет более 3000 кейсов, нам передадут 40 тысяч кейсов в будущем. Нажатием одной кнопки мы генерируем зубы на челюсти, на которых нет. Соответственно, после этого ортодонт может отдать на производство, и буквально там за 10 минут можно напечатать зубы человеку, вот там мост, допустим, да, вот этот коронка. Прям сами зубы или сделать сначала съемку? Нет, сканы уже делает, сканы делает врач, да. Он передает ортодонту. Дальше вот самая большая такая, она ресурсоемкая задача, это чтобы правильно расставить зубы, подобрать те, которые нужны вот конкретно вот под этого человека, под эту челюсть. Там очень много нюансов, и поэтому уходит 12 часов. 15 человек сидит и руками вот их выравнивает, там есть некоторые инструменты. Все через компьютер, все через программную работу. Ну, мы уже год работаем, я честно скажу, что пока вот таких продуктов их нет. То есть сейчас все вручную. У нас, вот, допустим, для примера, следующие 200 тысяч кейсов нам передает московская клиника, потому что она заинтересована в этом продукте. Мы прекрасно знаем, как рынок этот выглядит, и, ну, конкурентов у этого пока нет. По завершении осмотра перед отправкой на следующую точку Магомед Минцаев вручил гостям фирменные значки университета. Далее по программе место посещения стала строительная площадка международного аэропорта имени Ахмата Хаджи Кадырова. В центре внимания руководителя региона и министра финансов страны темпы реализации ключевого инвестиционного проекта строительства грузового терминала, внутренних и воздушных линий, а также готовность смежных объектов инфраструктуры. Первым этапом было строительство и введение в эксплуатацию командно-диспетчерского пункта. На заднем фоне мы видим, в прошлом году его успешно завершили, ввели в эксплуатацию, и сейчас он обслуживает действующий аэропорт. Идея создания архитектурного облика здания в виде полумесяца принадлежит главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Эта идея основана на символике исламского мировоззрения и гербе Чеченской Республики. Мы приступили к строительству нового грузового терминала, строительство которого стало возможным благодаря вашей поддержке и выделенному финансированию. И сейчас все, что необходимо для современного аэропорта, будет предусмотрено и в следующем году в полном объеме будет завершено. Где грузовой терминал? Вот начало было вот это, сам проект вот там, потом начало было и, как говорится... Так как пассажиропоток постоянно растет, поток грузоперевозок также постоянно растет. В Чеченскую Республику приезжает с каждым годом все больше и больше людей, поэтому это вынужденная необходимость создания этого грузового комплекса. Идея также принадлежит Рамзану Ахматовичу, ну и благодаря тому, что вы поддержали эту идею, выделили финансирование, сейчас этот проект реализуется.
На данный момент правительством субъекта уже введены в эксплуатацию первые два объекта – командно-диспетчерский пункт и закрытая стоянка спецавтотранспорта. О ходе строительных работ и на каком этапе находится каждый объект гостям рассказали сразу с демонстрацией. Что хочется отметить, что наш командно-диспетчерский пункт, который мы реализовали, он один из самых высоких командно-диспетчерских пунктов в России. Ну и, конечно, нужно отметить архитектуру. Вот, из всех командно-диспетчерских пунктов, на наш взгляд, он является самым красивым. По итогам конкурсных процедур в 2022 году был заключен также еще один источник финансирования государственных контрактов ИКО Ространсмодернизации на 19,8 миллиардов. Строительство объекта происходит в условиях действующего аэропорта без прекращения взлетно-посадочных процедур, то есть в связи с чем предусмотрено последовательное строительство 6 этапов. Осенью уже рейсы, самолеты полетят по новой полосе. Все верно, да. Все верно. Старая полоса, старую полосу присоединят к новой, и она как бы рулежка будет. Грандиозность строительства нового аэропорта впечатляет. На 110 гектарах круглосуточно гудит техника. Пятиэтажный аэровокзал в форме полумесяца оборудуют 4 современными портами с 8 парными трапами. Длина составит более 3 километров, а ширина 60. Взлетно-посадочная полоса покрыта высококачественным бетоном, что сделает ее более прочной и долговечной. Она сможет принимать любые типы воздушных судов. Предполагаемый пассажиропоток более 1,5 миллиона человек, а аэродром сможет выполнять 50 взлетно-посадочных операций в сутки. Строительство ведется в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Общая площадь комплекса составляет порядка 32 тысяч квадратных метров, 4 этажа с удобным расположением. Все как в современных аэропортах, лучших аэропортах мира. Это совершенно новый комплекс, и сама архитектура этого комплекса, и само удобство, комфорт, он соответствует стандартам мирового уровня лучших аэропортов мира. Идея луча от аэропорта к зданию Ахмат Тауэр также сохраняется. Сделана уже новая дорога от аэровокзального комплекса, который ведет в центр Грозного, башня Ахмат Тауэр. Согласно утвержденной дорожной карте, проект разбит на 3 этапа. В текущем 2026 году планируется открытие еще 4 ключевых объектов инфраструктуры. Завершающий аккорд будет поставлен в 4-м квартале 2027 года, когда заработают оставшиеся 2 объекта. Строительство ведется в соответствии с графиком производства работ. На сегодняшний момент завершены все подготовительные работы по объекту, в том числе замена просадочных грунтов. Сейчас уже по терминалу завершены монолитные работы по возведению монолитного каркаса. Ведутся работы по устройству металлоконструкций. На всем объекте задействовано 250 человек, квалифицированных рабочих и 70 единиц специализированной строительной техники. Слаженная работа такого большого коллектива позволяет реализовывать проект, не отставая по срокам. Бетонные работы уже провели полностью. Взлетно-посадочную полосу тоже уже возвели в августе, как сказали, испытания будет. И после РОВД, который мы в прошлом году открыли, само здание будет полумесяц. И вот этот все вспомогательные таможенные, международный терминал, который вот это строится, который вы выделили деньги. И дальше тоже складские помещения. То есть в 2027 году, в декабре месяце, по плану, Рамзан Иванович, заранее уже сказал, что... Ну, если сказал, значит должно быть. После осмотра ключевых объектов Рамзан Кадыров проводил Антона Силуанова в Грозненский аэропорт, откуда министр финансов России вылетел в Москву. Этот визит в очередной раз подтвердил, что Чеченская Республика не просто успешно реализует масштабные инфраструктурные проекты, но и активно развивает собственный научно-технический потенциал, готовя специалистов, способных решать задачи в масштабах всей страны. Ахмед Рамазанов, Рабиат Гайтиева, Адлан Хусаинов, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В парламенте Чеченской Республики состоялось 125-е заседание депутатов 5-го созыва. Центральной темой стало назначение выборов главы региона и депутатов парламента, которые пройдут 20 сентября 2026 года. Также парламентарии рассмотрели отчет об исполнении бюджета за прошлый год и обсудили ряд инициатив, касающихся дальнейшего совершенствования регионального законодательства. По итогам заседания депутаты приняли решения по всем вопросам повестки.
В Шелковском развернулся настоящий праздник красок. Татарский Сабантуй прошел насыщенно и порадовал местных жителей и гостей региона. Как отпраздновали народное гуляние, расскажет мой коллега Рамзан Абуев. На Сабантуе гостей встречают главным национальным татарским угощением чак-чаком. Преподнесение этого сладкого лакомства – старинная традиция. Она символизирует уважение и открытость хозяев праздника. Театрализованная постановка погружает гостей в мир ценностей татарской культуры, в атмосферу любви к родному языку, уважения к труду и душевного гостеприимства. На сцене оживают картины прошлого, от дружного сенокоса до самобытного древнего обычая собирать подарки для победителей народных игр. Я буду показывать, как правильно сеять надо. Асил Абдулла, расскажи нашим ребятам, что и как делается. По традиции, праздник труда и дружбы принимает город Шелковская. И это не случайно. Муниципалитет считается самым многонациональным. Здесь развернули национальные подворья и организовали выставку народных ремесел, где представлены уникальные изделия ручной работы, традиционная утварь и элементы старинного быта. Просто дешевле не бывает, гениальнее не бывает просто. Самое простое и самое эффективное решение для удобрения, собственно, ферм, как деревьев на высоте. Да, его можно сделать меньше, он работает от пульта и тому подобное тоже можно сделать. Свою продукцию представило и крестьянско-фермерское хозяйство «Жейна», работающее в Шелковском районе. Это экологически чистые молочные продукты, а также колбасные и копченые изделия. С ассортиментом гостей знакомит помощник главы и учредитель компании Зарган Кадырова. Кефир 1,5, йогурты, колбасные изделия, копченые изделия. Делегацию Татарстана представляют представители Раиса Республики Нурия Хашимова, депутат Госсовета Назиб Хазипов, представитель академического сообщества Раиса Миниханова и заместитель главы Азнакаевского района Айдар Халиулин. Чеченскую Республику и Татарстан связывают крепкие братские отношения, тон которым задают Рамзан Кадыров и Рустам Миниханов, отметил в своем выступлении Ахмед Дудаев, подчеркнув важность дальнейшего укрепления этих связей. Взаимоотношения между регионами являются таким достойным, хорошим, положительным примером для всех субъектов страны. Сегодня мы проводим этот прекрасный праздник труда Сабантуй, который является исторической, национальной, древней традицией татарского народа. Я поздравляю нас с проведением этого мероприятия. Хочу поблагодарить все творческие коллективы, которые сюда приехали. Поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, этого красивого праздника для жителей района и республики. За значительный вклад в укрепление межнациональных, дружеских и культурных связей между регионами, а также за высокую организацию проведения праздника благодарственными письмами правительства отмечены Раиса Миниханова, Назиб Хазипов и Нурия Хашимова. Свое приветствие направил и раис Татарстана Рустам Миниханов, подчеркнув, Сабантуй – это отражение души народа. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, от имени правительства Республики Татарстан, всех татарстанцев и от себя лично сердечно поздравляю вас с татарским народным праздником Сабантуй. Сабантуй – отражение души нашего народа. Он знаменует собой результат упорного труда земледельцев, заложившего основу будущего урожая. Старание принесет счастье, говорят татары. И этим счастьем щедро делится хлебосольный и веселый Майдан, приглашая гостей разных национальностей и вероисповеданий на национальные песни, танцы, спортивные состязания и игры, ярмарку достижений сельского хозяйства. Из поколения в поколение передается неперерекаемые человеческие ценности – жить с благодарностью к Всевышнему, почитать старших, беречь семейное благополучие, ценить дружбу, взаимопомощь, быть патриотом своего Отечества. Сегодня, когда наши соотечественники проявляют стойкость и мужество, защищая общие идеалы в ходе специальной военной операции, праздник приобретает особое значение. Он напоминает нам о том, что истинная сила народа, его единстве, верности, традициям и нравственным ориентирам. Пусть праздничный Майдан Сабантуи станут местом радостных встреч, будут проникнуты духом воплощений и подарят вдохновение для новых трудовых совершений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и процветания.
раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. За большой вклад в укрепление межнационального согласия, сохранение национальной культуры и традиции народа России благодарственными письмами председателя Государственного совета Татарстана наградили Ахмеда Дудаева, Ису Ибрагимова, Альбека Бугаева и Стираждина Салимгареева. Кадыровой Зарган Ахматовне, помощнику главы Чеченской Республики, учредителю ООО «Крестьянско-фермерское хозяйство» «Жена». Выступая перед гостями, заместитель руководителя администрации главы правительства Зелимхан Истамулов отметил, Сабантуй олицетворяет богатство и уникальность татарской культуры в единой многонациональной России. От имени руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики Алла Султановича Таймасланова я от себя лично приветствую всех на значимом татарском празднике Сабантуй. Очень приятно видеть, как этот праздник объединяет людей разных поколений, национальностей и профессий. Это лучшее подтверждение тому, что мы единая сплоченная команда, способна преодолеть любые трудности и добиваться новых успехов. Хочу выразить слова благодарности главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, что выделяет приоритетное внимание вопросам межнационального согласия и единства народа России. И сегодняшний праздник является тому доказательством. Украшением программы стало исполнение известной чеченской композиции «Нохчичуя» солистом татарского ансамбля песни и танца Алмазом Сафиным. В год единства России с особой силой ощущается ценность традиций, способных объединить людей разных поколений, вероисповеданий и национальностей. Как отмечают гости, именно таким объединяющим праздником и является Сабантуй. Мероприятию разные национальности. Сегодняшний праздник, он празднуется уже очень много лет. И этот праздник для меня уже стал что-то родным, как частичка сердца, потому что это праздник татар, наш национальный. И каждый раз, когда ты приходишь, что тут новые мероприятия, новые лица, и каждый раз наполняется сердце счастьем, что люди каждый год празднуют этот праздник с счастьем на лицах. Мы приехали сюда погостить и случайно попали на этот замечательный праздник. Весело, зажигательно, много нового для себя узнали, угостились, поучаствовали в конкурсах, так что зарядились эмоциями и позитивами. Очень красиво, нарядно, богато. Костюмы замечательные, шикарные. И мужчины, и женщины просто восхищают своим внешним видом. Очень рады, что попали случайно на этот праздник. Спасибо большое. Мастер-классы, народные игры, дегустация национальных блюд. Праздник здесь идет на полную мощность. Считается, что праздник зародился около 1000 лет назад. Само слово «сабантуй» имеет тюркские корни и состоит из двух частей – плуг и торжество. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В Грозном выложили из свечей нефтяную вышку и самолет советской авиации, чтобы почтить павших в борьбе с фашизмом. Международную акцию «Огненные картины войны» организовала партия «Единая Россия» накануне Дня памяти и скорби. Главным символом вечера стали сотни свечей, из которых участники выложили 2 знаковых для региона образа. Инсталляция стала напоминанием о колоссальном вкладе чеченского народа в Великую Победу. На мероприятии присутствовал вице-премьер правительства, министр национальной политики, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, ветераны и участники специальной военной операции, депутаты и представители молодежных движений. На базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зорница». В течение 2 недель команды из разных районов субъекта соревновались в строевой, огневой и тактической подготовке. Как курсанты прошли испытания, смотрите в следующем сюжете.
Курсанты Центра «Воин», расположенного в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, преодолевают свои последние испытания. Для кого-то это завершение смены навсегда, а у кого-то еще будет возможность продолжить обучение в следующих потоках. Дауду Кукаеву 17 лет, и эта смена стала для него финальной. Я посещаю Центр «Воин» на протяжении 4 смен, начиная с 2023 года. Я участвовал в самых первых потоках. На данный момент я являюсь курсантом-гвардейцем. Это наивысшее звание в Центре «Воин» в целом, среди курсантов. Меня за все эти годы обучения больше всего обучили по моему профилю. Мой профиль – это медицина. И на данный момент говорят, что я спокойно могу стать инструктором по медицине. Подростки от 14 до 17 лет из разных районов региона проходят интенсивную военно-спортивную подготовку. Они погружены в программу, где каждый день это новые задачи. Ребята осваивают огневое, снайперское и инженерное направление, тактическую медицину, работу с БПЛА. У нас очень большой, широкий спектр программ в Центре военно-спортивной подготовки «Воин». Все программы прошли апробацию, прошли экспертную оценку, и практика применения данных программ доказывает их эффективность. Летом во всех практически филиалах проводятся летние военно-спортивные смены «Время юных героев». В том числе и в филиале в Чеченской Республике, который также был открыт одним из первых. Данные смены проводятся для целевой аудитории 14-17 лет. Проводятся они на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина. Вообще филиал Центра военно-спортивной подготовки «Воин» Чеченской Республики существует неразрывно с Российским университетом спецназа имени Владимира Владимировича Путина, благодаря поддержке руководства республики и лично главы республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, руководство Российского университета спецназа. На площадках отрабатываются элементы полосы препятствий, координация действий в группе, навыки принятия быстрого решения, оказания первой медицинской помощи. Инструкторы сопровождают участников на каждом упражнении, контролируют выполнение и помогают ребятам корректировать действия в процессе. Давай, молодец, прямо под машину. В первой военно-патриотической смене «Время юных героев» 250 человек. В их число вошли как новобранцы, так и те, кто уже проходили обучение в Центре «Воин». С каждым днем молодые люди становятся увереннее, быстро ориентируются в заданиях и оттачивают навыки. Я уже 3-й год сюда как на летний лагерь хожу, и мне нравится здесь такая атмосфера дружная. Нету разницы, кто ты здесь, все дружно живем. Также не бывает дня, что зарядку не делаем, урок тоже каждый день делаем. И это все становится интереснее с каждым днем. Тут нам много чего научили. Мы тут играли в баскетбол, пели песни у костра. Я хочу отдельно отблагодарить Расула Пашаева, как и все инструкторы, он нам помог. И тут инструкторы были хорошие. После двухнедельного курса юные бойцы, пройдя итоговый этап военизированной полосы препятствий «Путь воин», стали обладателями сертификатов, а наиболее проявившиеся получили ступени отличия в рамках церемонии награждения. oo meel intrinog oo meel xeeqa taana oo daka zahtiq dedres khulma sana kerta bol instructor shana ساعود ياشا تيبوربان سديل بوربان تولى حباك. На протяжении всей смены курсанты проживали в современных казармах с лучшими условиями и были обеспечены 4-разовым питанием. Первая смена завершена, однако впереди новый этап. Совсем скоро лагерь примет вторую группу участников. Для них подготовлена насыщенная программа, которая станет важным этапом личностного роста и подарит незабываемый опыт. Лейла Муртазова, Адлан Хусаинов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В регионе фермерские хозяйства продолжают развиваться и укреплять аграрный сектор субъекта. Жители успешно развивают животноводство и расширяют производство, внося вклад в развитие сельского хозяйства республики. Об успешности фермерского дела расскажет мой коллега. Глава администрации Шами-Юртовского сельского поселения Саид Магомед Багаев более 12 лет развивает собственное хозяйство, начав когда-то с одной лошади. Сегодня он содержит кобыл из жеребцов разных пород, верблюдов и крупнорогатый скот. 30-40 голов.
беженерса хос колхозна хил ферме чуаха метка кячина цачуа юсто шерсавиш да ойламаз доя да уди цан карети чухи дутти жарж бухки юал лай харчурна гюти ist hau bal udersa jo büsen zavich pöylamaz den çolda jo udi ist büsen is procedur wedi na uran sarahi wa ucha ижда алшвар ist юста яша или елдирас. Для обеспечения животных кормом фермеры обрабатывают около 150 гектаров земли, где выращивают суданку, которая необходима для молодых животных из-за своих питательных свойств. Takka ist ambelche schädel kert ko dehni din da delir ta die so schei guhen da lir jo ist jo met twas dulich sta bojol huma ersters da do lectulo hol taking go bazar osga gen peru ist chu met kyocha I teras hazel jo tul da ist ili wash jo Харлач шума хал уже такая дастуёк шена арендулач фаяца ё ишт каде энчохта уеч вожуеч. Свою историю успеха может рассказать и Магомед Амин-Эдил Султанов из Курчелоя. В хозяйстве у него содержится чуть меньше 30 голов мелкорогатого скота. По словам фермера, уход за животными требует ежедневного труда и полной отдачи. Где-то лет 10-15 вышло. Но до этого я док веселина, скоп стрейдани или лашкал дутро. Беншкал уста говори, киекин де по устясется, со харигатан урбан бака кеда дут nog солнце, бадик бахал деза пайда бо. Сон выгод хоцара, со саму адо, он бадик ала. Примечательно, что сельским хозяйством занимается его старший брат, который специализируется на разведении крупного рогатого скота. Таким образом, семейное дело объединяет сразу несколько направлений животноводства. Сегодня фермерские хозяйства играют важную роль в развитии агропромышленного комплекса Чеченской Республики, сохраняя многолетние традиции сельского труда. Животноводство у нас в республике развивается за счет того, что у нас жители нашей республики, у нас есть программы такие, как агростартап, семейные фермы. Вот подают заявки на участие в конкурсе. Кто выиграл конкурс, естественно, приобретает крупнорогатый скот или мелкорогатый скот. За счет этого у нас идет прирост поголовья. Также те люди, которые у нас в прошлом году тоже также выиграли конкурсы, они, естественно, приобрели скот. За счет приплода у нас вот постепенно идет вот это прибавление. Естественно, каждым годом животные у нас идут с повышением. В разных районах региона фермеры развивают животноводство, увеличивают объемы производства и вносят вклад в обеспечение жителей качественной местной продукцией. Именно с таких небольших хозяйств начинается развитие фермерства. Здесь своими силами выращивают животных, ухаживают за хозяйством и постепенно увеличивают объемы производства. Дени Хамидов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.